Парламентскими встречами в Госсовете Коми завершился региональный этап 31-х международных рождественских образовательных чтений. В этом году они посвящены теме глобальных вызовов современности и духовному выбору человека. Главные угрозы – это возобновление идей нацизма и стремление ряда стран доминировать во всех сферах, в том числе и в определении моральных норм. Участники встречи подвели итоги трехдневной работы секций по 11 направлениям. Решено следовать на всех уровнях указу президента об основах государственной политики по сохранению и укреплению традиционных духовно-нравственных ценностей. И в этом ключе продолжить совместную с церковью просветительскую и воспитательную работу в разных направлениях – образовании, культуре, здравоохранении. Большое внимание духовенство сегодня уделяет поддержке военнослужащих и их семей. Участвуют наши священники. Мы отсюда дали в свое время священника Сергия Филиппова вооруженные силы. От нас ездят туда и отец Иоанн Коюшев, и Сундуков, отец Евгений. Проводим беседы перед отправкой каждого, воина на фронт. И беседы у нас идут даже священнослужители, начиная с детского садика. Вы знаете, мы занимаемся на периоде все патриотическим воспитанием. И плюс были вечера, были утренники, когда на побывку приезжали наши солдатики с Донбасса, и они у нас в актовом зале под колокольней тоже слушали наши духовные концерты и нашу поддержку этой спецоперации. Рождественские чтения в этом году посвящены 600-летию обретения мощей святителя Сергия Радонежского. Для российского государства он собиратель земли русской. Как раз с точки зрения обретения духовно-нравственных идеалов, которые сегодня мы должны формировать у молодого поколения. Еще раз подчеркивает ту роль семьи, которая должна быть в нашем обществе. Все начинается там, и потихоньку, как на ниточку бусинки, мы с вами собираем те духовно-нравственные, присущие именно православной религии, ценности, религии, с которыми сотрудничает православная церковь. Церковно-общественный форум в сфере образования, культуры, социального служения и духовно-нравственного просвещения проводится в Коми уже 8 лет. Ежегодно рождественские чтения объединяют на разных площадках более 1000 участников и слушателей.